Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Камера. Мотор. Привет, YouTube! Сегодня у нас сумасшедший будет выпуск, гарантированно вам. Сегодня у нас в гостях просто нереальные люди. Они будут сегодня рассказывать о своей жизни, будут рассказывать свидетельства из жизни, будут рассказывать, кто они, зачем и почему. И поэтому не будем затягивать. Сегодня у нас Алексей и Лариса Шестопалова в гостях. Слава богу, что вы приехали. Расскажите, как вам удалось вырваться, куда-то поехать с вашей... Хороший вопрос, да, хороший вопрос. Ну, правда, это сложно собрать в одну точку все составляющие для того, чтобы нам уехать. То есть это нужно оставить с кем-то детей, нужно, чтобы кто-то готовил пищу, надо, чтобы кто-то отвез детей в садик маленьких. То есть и это надо все, это куча, короче, надо проработать, такой работы сделать для того, чтобы нам куда-то выехать. Поэтому это не всегда не просто, скажем так, нам покинуть дом. То, что у нас дети особенные, у них сразу же начинает зашкаливать тревожность такая, что родители куда-то собираются, они куда-то едут, и на какой срок они начинают теряться. То есть, и это вот такой вот дисбаланс, короче, такой начинается в доме. И нам приходится с этим совсем, собрав свою волю в кулак, постепенно, по мере поступления, решать все вопросы. Но мы это сделали. Мы это сделали, и мы здесь. Как часто у вас получается куда-нибудь уехать? Ты знаешь, уже сейчас часто. Мы поняли, что сидеть и тухнуть в своем гнездышке, так скажем, да, это не вариант для нас. Мы давно приняли такое решение, что мы хотим тоже и отдыхать, и развиваться, и заботиться о себе, самое главное. Мы стараемся это делать раз в полгода точно, но и в ближайшие города еще выезжаем раз в месяц. Вдвоем, чтобы побыть. То есть свидание получается. Свидания, какие-то там, не знаю, спа, например, отель, или где-то покупаться, или, не знаю, в лес куда-нибудь. Идти в лес. Ну вы расскажите о себе вообще. Мы-то понимаем, что вам было тяжело оставить детей и все остальные. Да. Давайте так, мы приемная семья. Мы с мужем уже как 12 лет в приемном родительстве. Живем мы в Нижнем Тагиле. Во Христе мы с 2011 года. Так Господь нас призвал чудным образом служить именно сиротам. Сегодня мы являемся еще тренерами, мы занимаемся, то есть, обучением приемных семей, потому что мы столкнулись с тем, что мало того ребенка забрать из детского дома, но оставить его в семье на долгие годы, это оказалось очень сложным. И возвраты очень-очень большие. Поэтому мы поняли, что эта ниша, она абсолютно проседает. И мы сейчас, конечно, помогаем семьям, как можем. Ну, конечно, не просто помогаем, но какие-то знания, которые мы сами ими овладели, и на сегодняшний день, которые эти знания также работают в нашей семье, и мы просто с ними делимся. Вообще у нас 11 детей на сегодняшний день, но их гораздо больше на самом деле. Через наш дом проходили и проходят достаточно много и подростков, и каких-то уже взрослых, бывших сирот, да, которые сталкиваются со сложностями сегодня. И мы занимаемся консультированием, общением, открываем свои двери для таких людей. Как-то так. А как вы вообще к этому пришли? Как случилось так, что вы решили детьми заниматься? Это 100% уже такой замысел. Мы с мужем не имеем своих детей. Долгие годы мы никак не могли вообще смириться с этой идеей, что у нас нет детей. Мы много лечились, мы пытались, мы боролись и со своим здоровьем, и которое как вроде бы все окей, но детей нет. Мы прошли долгий путь страданий в этом плане. И когда мы уверовали, мы 100% думали, что мы сейчас начнем плодиться и размножаться. Но у Бога был такой план, и знаете, такой интересный был момент. Просто Господь предложил нам пожертвовать своими нерожденными детьми ради тех, кого Он приведет в наш дом. Это был выбор. Это был выбор принять это, довериться Богу в этом. На самом деле так все и произошло. Каждую весну Бог приводил в нашу семью какого-то ребенка. Мы знакомились с ним в разных местах. В больнице, или мы слышали о каком-то ребенке. И вот так наш дом все расширялся. Постепенно. Ну да, это не было как снег на голову. И на самом деле Бог дает всегда выбор человеку.
И слава Богу за это, что Он не заставляет нас делать какие-то вещи, а Он ставит нас перед выбором. И человек может осознанно, сказать либо Богу да, либо нет, это вправе в его. Просто что будет потом? Мы выбрали сказать Богу да, и поэтому Он нас ведет и благословляет, и слава Богу вообще за все. Мы Ему очень благодарны. Просто, знаете, есть такой момент, когда ты просто в какой-то час вдруг понимаешь глубину проблемы. Вот как будто бы ты погружаешься в это и понимаешь, что ты один как будто это видишь. И настолько ты мощно это видишь, и понимаешь, что ты больше... И Бог с тобой начинает об этом говорить. Он открывает свои желания, Он открывает свое сердце, Он дает свое видение по отношению детей. И ты как будто становишься его вот таким вот, как помощником в этом деле. И Он действительно начинает работать с тобой. Какие-то вещи все глубже и глубже укореняются или открываются для тебя, как двери. Через работу с детьми мы прорабатывали внутренние те моменты, которые у нас не были пережиты, предположим, от того, что нам нужно было освобождение, и Бог прорабатывал эти вещи с нами. То есть Он работал с нами, а мы прорабатывали это с детьми. Или наоборот, какие-то вещи, открывались, и слава Богу, ты получаешь через это освобождение, то есть свободу истинную, которую Бог и хочет принести в жизнь каждого человека, я так думаю, чтобы мы были свободны, чтобы мы не ходили под ярмом каких-то наших, собственных суждений, пониманий или еще чего-то. Он говорит: вы мои дети, я вас люблю. И поэтому Он всегда транслировал свою любовь, в нас, через нас, к детям нашим. То есть, и это было очень круто. Я никогда не был таким сторонником, чтобы у нас было, прямо вот такое количество детей. Я думал, что их будет меньше намного, но когда Господь нас призвал в это, мы поняли, что, и я понял для себя, что, это наше призвание, и мое призвание в том числе. И мне нужно было учиться этим отношениям именно через призму, как Господь ко мне относится, как Господь на меня смотрит, кем Он меня считает. И потом вот эти же отношения переносить, в воспитание наших детей. Самый первый ребенок. Расскажите, откуда он взялся, почему он взялся, и как вообще вы приняли сей факт? Я мечтала об этом больше 10 лет. Просто взять на руки младенца. И когда уже мы были в Боге, когда я уже поняла, что мы делали ЭКО, и в очередной раз я поняла, что все пропало, снова младенец погиб в моей утробе. И я, конечно, очень была опечалена, очень. Я не думаю, что кто-то может вообще в принципе исцелить женщину, у которой отобрали детей, или убили, или которая потеряла детей. Я думаю, это единственный такой момент. Даже в Библии это сказано, знаешь, безутешная, бросаемая бурей. То есть Бог так обращался к Израилю, да, как к своей жене, которая потеряла своих детей. То есть никто ее не может утешить. Когда мы вообще узнали о том, что у нас будет ребенок, это было так. Мы подали, конечно же, документы в органы опеки. Нам сразу сказали: вы не кандидаты. Просто потому, что у вашего супруга онкология. На тот момент у него была онкология. Я была на зарплате 7 тысяч рублей нянечка в детском саду, и мы жили в городе, который был закрыт, и у меня не было там прописки. Нам сразу сказали: это вообще даже не обсуждается, вы не кандидаты. И эти просто документы лежали там на полке у них полгода. В очередной раз, поклоняясь Господу своему, вижу такую картину, как Бог открывает передо мной поле тюльпанов. И Он мне просто говорит: загляни туда. Я заглядываю, это невероятно красивое поле. И я вот стою и говорю: Господи, неужели это возможно? 1000 цветов. И Он мне спокойным голосом говорит: вот столько дам тебе детей. Он меня сразу начал называть мамой. Ты мама? То есть как будто бы исцеляя меня от того, что я не мама. И я не могу иметь своих детей. Мой Леша ехал с химиотерапией, второй, из 6 назначенных. И мне звонок раздался из органов опеки и говорят: здесь девочка родилась. Я говорю: у нас ничего не изменилось, по-прежнему мужа рак, по-прежнему я работаю на той же работе. Они: хорошо, подходите. Я звоню Лёше, я говорю: ты представляешь, у нас дочка родилась. Хотя я даже ее не видела еще совсем. Он такой: аллилуйя, так что-то закричал там. Потому что перед этим, за год до этого, Господь нам сказал, что будет у вас дочь, назовете ее Марией. И Он нам точно сказал: ровно через год. И это произошло ровно через год. Когда они мне позвонили, я прихожу к ним, они мне тут же выдают разрешение посетить, посмотреть ее, и говорят: вот 5 дней тому назад
мама написала отказную, и она ушла. То есть 5 дней она кормила ее грудью, она была с ней. И вот сейчас 6-й день. То есть это первые сутки, когда ребенок находится без мамы. И на эти же первые сутки попадаю к ней я. Вы представляете, этот ребенок ни дня не был один. Это вообще чудо, я считаю. Я накануне, когда мне выдали этот приказ, накануне, получается, в эту ночь я вижу сон. Бог показывает мне завернутую такую в пеленах младенца, и у него на подбородке такая пуговка в виде сердечка. И я тогда, оказывается, пережила вот это материнский инстинкт. То есть я увидела своего ребенка во сне и приняла его, как будто я его родила. И я прихожу на утро в эту больницу, захожу в палату, и там лежит такой маленький-маленький ребеночек. И единственное, что я увидела, это подбородок в виде пуговки, как сердечком. И я просто упала на колени. Я так начала Бога благодарить. Я радостная такая была, я плакала от радости, от счастья. Я просто кричала, мне было все равно, кто там в этой палате находится, что там вообще происходит. Я просто кричала от радости, что Бог, неужели ты такой щедрый, неужели ты такой добрый? Не знаю, меня переворачивало. Вы знаете, я до сих пор сегодня общаюсь с женщинами и говорю, что деторождение – это самое реальное чудо. Вообще, какое могло бы быть вообще у человека. Сам факт рождения младенца – это уже чудо. Но то, что ты это рождаешь, это действительно Бог благословляет. Вот Он действительно, это и есть благословение. Потому что я тогда это отчетливо понимала для себя. Мне говорят, вы знаете, она глухая, она родилась от жуткой наркоманки, и вообще мы не рекомендовали бы вам ее рассматривать. А мне уже было тогда все равно, это мой ребенок. И я уже не собиралась с ним расставаться, потому что я ее родила. Я ее родила внутри, в сердце, я понимала, что это от Бога подарок. Мой подарок мне. А Бог ничего не дает корявым, плохим, а Он дает это благословенным. И вы знаете, нам сделали буквально документы за неделю. То есть на 14-й день, все дни я была с ней, я ходила к ней, я была с ней. Но на 14-й день мы уже забрали ее домой. Примерно в тот же момент, я так понимаю сейчас, что и Господь меня исцелил от рака. То есть, пройдя химиотерапию, я потом поехал к врачам, которые меня оперировали в Екатеринбурге. И они мне сказали, вынесли диагноз, что я полностью здоров и исцелен. Я кричал аллилуйя. Я помню, я звонил Ларисе, говорю, Лариса, меня Бог исцелил. Она такая спокойным голосом говорит, я знаю, мне Бог только что в молитве это проговорил. Я такой, ничем не удивишь. Да, и это самое интересное, у нас есть такая картина, где Леша стоит лысый, такой, волосы у него выпали, он после химиотерапии, и держит вот так у сердца вот такой комочек. 2900 она тогда весила. Удивительно, что оба этих человека, что вот этот маленький, что вот этот взрослый, были взяты на смерть. Он был болен раком, а она должна была быть абортирована. Просто ее мама сохранила эту беременность. Но вообще, как мы потом узнали, ее мама сама сирота, и органы опеки как бы планировали аборт, но просто она сбежала. Сбежала, выпрыгнула в окно. Мы не знаем точные подробности, нам так сказали, да, но факт тот, что она сохранила эту беременность. Ребенок был и это сохранен, удивительно. Да, и получается, Бог сохранил Лешу для этой девочки, а эту девочку для Леши, как нас. Благословение, да. Вот так. Все было против того, чтобы мы получили этого ребенка. То есть были против органы опеки даже в принципе. То есть когда нам выдавали документы, им звонит человек, который давно уже у них на хорошем счету, мама, приемная мама, и он спрашивает, не родился ли там кто-то. И начальник органов опеки просто сказал, нет. Вот. И нам этого ребенка дали. Я был, да, у меня был рак. Вот, Лариса, значит, ни прописки, ни работы толком, то есть, как бы все было против нас. Нас говорили, вы не кандидаты, вам вообще никто никаких детей не даст. Больница, которая вела нас, они тоже говорили, что мы безумные, вот, и что нам давать детей нельзя. То есть, все было против нас. Но вы знаете, я хочу ободрить тех, кто сегодня находится в каком-то унынии, возможно, когда все против нас, Бог за нас. И Бог, если нас ведет в этом, и Он сказал, что я буду благословлять вас, я буду вас вести, Он будет исполнять свою часть, если мы будем двигаться за Ним. То есть, нельзя так, знаете, просто сидеть, например, и ждать, когда Бог что-то совершит. Я сейчас сяду и буду ожидать, когда Господь там сделает свою работу. Нет, когда ты начинаешь делать шаги в сторону Бога, Бог начинает двигаться вместе с тобой, и начинают происходить сверхъестественные какие-то
дела, которые ты понимаешь, что ты на них даже повлиять не можешь. То есть это только Бог, и вся слава только Ему. Вы знаете, это выглядело примерно так, как мы видим в Евангелии Марию и Иосифа, такие бедные люди, да, идут, несут царя царей, вообще царя всего мира, да. Даже рожать им там пришлось в хлеву, да, и вот это все. Вот мы примерно выглядели так же. И когда нам говорили про этого ребенка, слушайте, ой, вы чему радуетесь? Это просто отброс общества. Это не человек. Это выродок каких-то нечистых людей. А мы этому радовались, как будто это царский ребенок. И мы достойны его принять. Мы это достойно несли, мы были счастливы. Вот, наверное, когда мир на это смотрит, вот и выходит такой разговор. Вы безумные. Чему вы радуетесь? Видно таких людей, которые вот что-то получили от Бога, да, казалось бы, для этого мира абсолютно бесценно. Ничего не стоящее. Вот ноль. Просто ноль. Вот так. А для нас это Да. целый огромный мир и подарок от Бога. Вот так появился наш первенец. Ее назвали мы так же, как Бог и сказал, Машей, Марией. Ей сейчас 12 лет. А если это не болезненная для тебя тема, вообще это не очень популярно говорить, особенно в христианском мире, если женщина, она переживает некую потерю, говорят, ну, Господь тебя исцелит, Господь восстановит, Господь там тебе поможет. Как бы ты посоветовала женщинам, которые пережили какую-то потерю, не обвинять Бога в этом и просто принять Божье исцеление? На самом деле, когда больно, оно всегда больно. И человеку всегда нужно утешение. И, конечно, когда это утешение ты принимаешь от Господа, это действительно помогает. Потому что Бог, Он знает, как точно и как правильно утешить любого человека. Но если человек не может принять или не хочет принять, то, конечно, эта боль, она затягивается, и она остается как ноющая рана. Я понимаю, что я теряла своих детей, ведь задолго до этого их много было, этих беременностей. И однажды я даже увидела, как делают лапароскопию. Мой второй ребенок был в трубе, развивался, и в маточной трубе. И мне показали сам процесс операции, как 7-недельного младенца щипцами вынули из плодного яйца. Я прям видела, как живого, он был живой, живого ребенка абортировали внутри меня. И на самом деле эту картину я помнила всегда перед собой. То есть это вот как... Не знаю, зачем, кстати, они мне показали это, но она всегда стояла передо мной. Это как будто бы убийство моего собственного ребенка. И, конечно, боль, она такая. Как я уже и ранее сказала, утешить женщину в этот момент никто не может и ничто. Но у Бога есть ресурсы для этого и знания, как это сделать. Поэтому я рекомендую всем все-таки, что бы ни происходило, потеря любого близкого, что бы ни происходило, бежать все-таки в утешение Господу. Это банально, но другого вам ничего не скажу. А как вообще случилось так, что вы уверовали? Наша жизнь до Христа, она была разрушена полностью дьяволом. Ну, то есть мы понимали, что уже своими силами мы брак спасти свой не можем. То есть вот это неимение детей, да, то есть то, что мы не могли иметь детей. У меня толком не было работы, я шабашками какими-то перебивался, то есть с места на место. Но это не жизнь полноценных, здравых людей. И наша жизнь, она была практически уже разрушена, семейная имеется в виду, что мы уже понимали, что мы не интересуем друг друга ни как партнеры, ни как люди, с которым хочется дальше куда-то двигаться. И порознь не могли, и вместе уже жить не могли. То есть, до такого состояния мы дошли. И однажды я сидел, я просто понимал, что уже мне... все настолько плохо, и что своих сил у нас нету. Я понимал, что что-то есть сверхъестественное в этом мире, есть какой-то Бог, есть какой-то Создатель. И у меня был такой крик прямо души, знаете, я сорвал этот крест и кричал просто в небеса, я кричал: Господь, говорю, если ты есть, почему вся жизнь моя рушится? Почему все разрушено вообще? И знаете, когда есть такой запрос, есть и ответ. Короткое обращение. Да, короткое обращение такое. И Бог пришел на это. Пришла какая-то мудрость, что надо покинуть то место, в котором мы тогда находились на тот момент. То есть мы переехали в другой город.
и мы познакомились, Бог начал такие встречи устраивать, то есть у него же нету случайностей, да, мы понимаем, что в нашу жизнь стали приходить люди, которые в итоге повлияли на то, чтобы мы уверовали, то есть там была женщина, с которой Лариса работала, которая стала ей проповедовать. Но его первый запрос был это: Бог, если ты есть, почему вся моя жизнь? Абсолютно неверующие люди мы с ним были. Второй был момент, когда мы переехали в закрытый город, дабы спастись от мирских каких-то друзей непонятных и каких-то ситуаций, ну просто как бы вот убежали туда, как в укрытие, потому что этот город был абсолютно закрыт. Реально убежали в укрытие. И мы не знали, что нас там ждет, но мы там понимали, что мы и там не справляемся. И тут уже был мой, как бы, да, такой вопрос. Там стояла Библия в квартире, где мы жили. Я просто взяла эту Библию, начала ее читать, и моментально встала на колени и просто обычными простыми словами сказала: вот никто из людей, ни я, ни мой муж, ни кто-то вне нашей семьи нам помочь не может. И вдруг у меня такая была уверенность сказать такие слова: Бог, если ты живой, только ты можешь. Все. Это был второй момент, когда Леша со своей стороны, да, вот почему-то вот задался этим вопросом, да, Бог, если ты есть. И у меня такой же был запрос. И получается, с того момента все очень интенсивно закрутилось. Мы уверовали после этого буквально через пару месяцев. Мы просто приняли Христа, мы приняли решение идти за Ним, мы крестились, мы каялись. Я очень благодарен Богу, что мы Были уверовали очень вместе вообще, что мы пошли за Богом, что нас так коснулся Дух Святой. Вот, и что не было такого, что она, потом я, или я, потом она. Ну, вот не было какого-то такого тяни толкая. То есть мы как-то вместе с ней синхронно вошли в этом. Ну, просто на самом деле мы понимали, что сами мы уже ничего построить не можем, чего-то, что-то такое, что произошло. Это еще раз вот мне сейчас говорит точно о том, что Бог слышит. Может быть, сейчас кто-то смотрит и может действительно услышать эту информацию, что не нужно думать, что Бог где-то слишком далеко, и чтобы до Него достучаться, нужно какие-то там, не знаю, вещи сделать там огромные. Нет, достаточно искреннего понимания, что или вопроса, да, или понимания, или обращения к Богу. Этого уже будет достаточно, чтобы Он что-то начал делать в вашей жизни. Да. Вот вроде бы простые вещи, но вот так все произошло. Да. Нам даже из людей-то особо никто перед этим не проповедовал. Мы просто вот как-то не знаю, нет, даже не поняли. Мы даже не осознавали этого. Мы просто понимали, что мы очень хотим что-то исправить, что-то изменить, да. но мы сами не можем. Просто вот и все. Аминь.